Футболисты Лестера на своем поле одержали победу над Челси в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2-0. Результативными ударами отметились Уилфрид Ндиди и Джеймс Мэдисон. Лисы продлили беспроигрышную серию в лиге до 6 матчей и вышли на первое место в турнирной таблице. В их активе 38 очков. Лондонский клуб располагается на 8-й позиции, набрав 29 пунктов. В следующем матче Лестер на выезде сыграет с Эвертоном, а Челси на своем поле примет Вулверхэмптон. Обе игры пройдут 27 января. Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о подписании контракта с хорватским нападающим Марио Манджукичем. Соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца текущей кампании с возможностью продления еще на 1 сезон. Форвард будет выступать в новой команде под 9-м номером. Ранее в СМИ сообщалось, что хорват имел предложение от «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». До перехода в «Милан» Манджукич выступал за загребское «Динамо», немецкие «Вольфсбург» и «Баварию», испанский «Атлетико», итальянский «Ювентус» и катарский «Аль-Духаиль». Заброшенная шайба Евгения Малкина помогла Питтсбургу выиграть у Вашингтона в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась в овертайме со счетом 5-4. Помимо россиянина в составе победителей отличились Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Тедди Блюгер и Сидни Кросби. У гостей дубль оформил Том Уилсон. По одному взятию ворот провели Ларс Эллер и Евгений Кузнецов. Отметим, что Малкин и Кузнецов забросили свои первые шайбы в новом сезоне НХЛ. В следующем матче 23 января Питтсбург на своем льду сойдется с Нью-Йорк Рейнджерс, а Вашингтон в тот же день дома встретится с Баффало. ЦСКА на домашней арене со счетом 2-1 обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе армейцев взятиями ворот отметились Брэндон Лайпсиг и Сергей Андронов. Единственную шайбу красно-белых забросил Илья Талалуев. Команды встретились друг с другом в 4-й раз в текущем сезоне. Теперь на счету ЦСКА 3 победы против одной у спартаковцев. Армейцы продолжают возглавлять турнирную таблицу западной конференции, набрав 73 очка. Подопечные Олега Знарка идут на 8-й позиции, имея в активе 50 баллов. В следующем матче 21 января ЦСКА дома примет хабаровский «Амур», а «Спартак» 4 днями позднее на своем льду встретится с нижегородским «Торпедо». Нокаут в исполнении Александра Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии Всемирного боксерского совета. Напомним, россиянин в 5-м раунде поединка за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC левым апперкотом нокаутировал британца Дилиана Уайта. Бой прошел 23 августа в Великобритании. В данный момент на счету 41-летнего Поветкина 36 побед, 25 из которых он одержал нокаутом, 2 поражения и 1 ничья. Второй поединок между россиянином и Уайтом должен пройти 6 марта. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!